Начнем будущее вместе. В столице открылось представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи, где можно проявлять и приумножать свои таланты. На открытие прибыли президент Абхазии Бадра Гумба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Встречают высоких гостей песнями и танцами студенты Абхазского государственного университета, напротив которого и расположилось представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов рассказывает президенту Абхазии и первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации о том, как будет работать представительство. Мы хотели в одном сделать стиле, но наши коллеги, ребята, студенты нам сказали, что, друзья, будет так и никак иначе. Поэтому мы здесь спорить не могли. Поэтому вот ребята, да, они разбили на несколько зон. Первая зона — это такая некая коворкинг пространство. Здесь ребята и настольные игры играют, и обсуждают разные истории, да, разные проекты. Вот здесь как раз, которые посмотрели, это такое фактически некое пространство, где мастер-классы, образовательные мероприятия проводятся. У нас сегодня уже были коллеги из Российского общества знаний. То есть, да, информационная просветительская работа коллегами большая проводится. Деятельность дирекции Всемирного фестиваля молодежи будет направлена на развитие международного сотрудничества, знакомства абхазской молодежи с лучшими практиками российской молодежной политики. Вы должны воспринимать это представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи в качестве вашей площадки, в качестве того многофункционального центра, коворкинг-пространства, который под ваши задачи, начиная от организационных, когда вы можете прийти и поработать над курсовой работой, распечатать материалы необходимые, и заканчивая уже содержательными аспектами, потому что каждый день приезжают различные лекторы, различные эксперты, которые по самым актуальным проблемам и тем вызовам, с которыми сталкивается молодежь в Республике Абхазия и в целом в большом, да, геополитическом пространстве, тоже могут дать определенную пищу для размышления или ответ на интересующий вас вопрос. И вы должны знать, что вот все ваши инициативы, которые предлагаете, а мы сделали такой чат-бот, где ребята прям, да, максимально оперативно могут написать, и мы включаем в линейку проектов, программ, мероприятий, включаем в активности нашего представительства. Это площадка, на которой молодые люди смогут предлагать свои проекты, приумножать творческие таланты, писать курсовые работы, место для идей, встреч, движения вперед. В здании расположились конференц-зал, воркинг-зоны для работы в командах, а еще пространство, где всегда можно обсудить идеи за чашкой кофе. Мы видим заинтересованную молодежь, которая здесь проводит свои репетиции, готовится к конкурсам. У нас есть компьютерный класс, где они могут посидеть, поработать над своими проектами, что-то распечатать, где-то что-то подкорректировать. Также в лекционном зале они в том числе вместе собираются для обсуждения своих каких-то инициатив. И уже у нас было ряд таких мероприятий, что мы тоже участвовали при проработке плана вот на декабрь. На базе представительства планируется проведение множества спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Молодежь Абхазии ждут лекций по предпринимательству, кибербезопасности, экологии, финансовой грамотности, акции помощи для животных, встречи с блогерами и ведущими экспертами. Еще ближе соприкоснуться со своими сверстниками, пообщаться с людьми, которые имеют такие же интересы, такие же перспективы, амбиции, здоровые амбиции. И эта возможность всецело представлена Сергеем Владимировичем, коллегами, и мы должны воспользоваться этим шансом и сделать так, чтобы молодежь между наших стран взаимодействовала, общалась на благо наших народов. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо, ребята. Ждем вас на фестивале на следующий год в России. Спасибо. В день открытия представительства студенты продемонстрировали как творческие, так и кулинарные способности. Каждый факультет Абхазского госуниверситета подготовил шатер, где представил национальные абхазские блюда и алкогольную продукцию собственного производства. Представляем инженерный факультет. Расскажите, ребята, что у вас здесь представлено, как вы готовились? Мы готовились очень долго к этому.
Это вино наше собственное производство. Конкретно этому вину уже 2 года выдержки. Оно готовится из 2 сортов винограда. Это Джалеши и Изабелла. Полностью мы не будем вам раскрывать наши секреты, но это высококачественное вино сделано только из винограда, без каких-либо добавок. Все делали своими руками. Мы думаем, что все, что мы приготовили, к чему мы готовились, всем понравится и этого оценят. У меня в руках ачамбур. Я занимаюсь уже 3-й год. Получается, как я поступила на 1-й курс. Здесь мы проходим, как предмет проходили. И после этого Роза Расимовна Чамагу, благодаря им мы научились играть на ачамбуре, на этом инструменте. У нас национальное блюдо, там есть пастурма, суджух, это наша национальная закуска, наше национальное блюдо жингялов-хац, там идет зелень с хлебом, пахлава, слоеное тесто, голубцы наши национальные, которые мы очень любим. В общем, представляем как праздник Тиносиня. В рамках мероприятия Абхазский госуниверситет и дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам. Знаю, что настрой наших ребят на теснейшее взаимодействие с россиянами в первую очередь. То, что делает Россия и сегодня продолжает это очень важно для нас всех. Первый Всемирный фестиваль молодежи прошел в России на федеральной территории Сириус в марте 2024 года, а после его успешного проведения была создана дирекция ВФМ, которая занимается развитием международного молодежного сотрудничества. Теперь представительство появилось и в Абхазии. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.